Великой Волги живет и трудится чувашский народ. Народ со своей интересной историей, своими обычаями, самобытной культурой. Бережно хранят в Чувашском крае память о своем прошлом. Нет будущего у народа, который не помнит о своем прошлом, гласит чувашская народная пословица. Мы, учащиеся Тойсинской средней школы Батыревского района Чувашской республики, с радостью принимаем участие в акции «Моя любимая сказка» в рамках проекта «Культура для школьников» и предлагаем вам послушать чувашские народные сказки. Чувашская народная сказка «Спой, спляши и сказочку расскажи». Жили три брата – Юхаби, Юскаби и Юркаби. Старшие братья были умные, а младшего все считали дураком. Его так и звали – дурак Юркаби. Раз пошли братья в лес дров на зиму заготовить. Мать-старуха положила им в плетеный из лыка кошель хлеба, соли и разные провизии для варева. Приехали братья в лес, принялись за работу. Дуб за дубом валят, сучья очищают и в кучи складывают. День прошел, не заметили. Вечер наступил, вот-вот совсем стемнеет. Воткнули братья топоры, начали ужин готовить. А только собрались разжечь костер, оказалось, что спичек-то у них нет, дома забыли. Как быть? Решили подняться на самый высокий дуб и посмотреть, не видно ли где огонька. Поднялся старший Юхаби, посмотрел далеко-далеко. На востоке мерцает огонек. Слез с дуба, пошел в ту сторону. Долго ли, коротко ли он шел лесом, пришел к костру. Около него сидит маленький старичок, руки греет. «Не дашь ли, дедушка, огонька, костер разжечь?» – попросил Юхаби. «А то взялись ужин варить, а спички дома забыли». «Отчего же не дам?» «Дам», – отвечает старик. «Только ты прежде мне спой, спляши и сказку расскажи». «Ни петь, ни плясать я не умею, а сказки подавно никогда не рассказывал», — говорит Юхаби. «Ну, тогда для тебя у меня и огня нет», — сказал, как отрезал старик. Вернулся Юхаби к братьям ни с чем. Пошел к старику за огнем средний брат, Юскаби. Сначала он тоже поднялся на высокий дуб, увидел, в какой стороне горит огонь, и пошел в ту сторону. Приходит Юскаби к костру, просит у старика огонька. «Спой, спляши, сказку расскажи, тогда дам огня», — отвечает и ему старик. «Не научили меня в детстве ни тому, ни другому, ни третьему», — говорит Юскаби. «Ну, тогда и огня для тебя у меня нет», — сказал старик. Вернулся к братьям и Юскаби с пустыми руками. Дальше я продолжу. Настал черед идти за огнем младшему брату, дураку Юркаби. Пошел было Юркаби наугад, но скоро с дороги сбился. Залез на высокое дерево, осмотрелся, увидел на востоке, где уже заря заниматься начала, огонь горит. Спустился вниз, пошел на зарю, приходит к костру. У костра старика видит. Поклонился Юркаби старику в пояс. «Здравствуй, дедушка, как живешь, можешь?» «Спасибо, добрый молодец, живу потихоньку», — отвечает старик. «А ты далеко ли путь держишь?» «Да приехали с братьями дров на зиму заготовить. Целый день работали, а сейчас взялись ужин варить. А костер разжечь нечем», — объяснил старику Юркаби. «Вот и пришел попросить у тебя огонька». «Что ж, огонька я тебе дам», — говорит старик. «Только сначала покажи себя, спой, спляши, сказку расскажи». Помолчал, подумал Юркаби, а потом так ответил старику. «Петь и плясать я не мастак, а вот сказку могу рассказать. Только чур, сиди и слушай молчком. Если перебьешь меня, даешь пригоршню угольков и 100 рублей в придачу». А я продолжу. Старик кивнул головой в знак согласия и приготовился слушать. Как-то раз, начал Юркаби, когда моих родителей еще не было на свете, сел я на свою пегую кобылу, засунул за пояс топор и поехал в лес. Много ли, мало ли я ехал, оглянулся, у моей кобылы задних ног нет. Должно быть, топор выпал из-за спины и отрубил их.
Делать нечего. Повернул я кобылу назад, чтобы найти ее вторую половину. Доезжаю до табуна, а там, среди других лошадей, пасутся задние ноги моей кобылы. Ну, я подъехала к ним, состалась передними и для прочности сколотила с деревянными гвоздями. Дальше еду. Старик слушает, свою белую бороду поглаживает, а Юркабе дальше рассказывает. Долго ли, коротко ли я ехал, оглянулся назад. Из моих гвоздей молодые дубки выросли, а один дубок такой высокий, что почти до неба дотянулся. Ну, я, недолго думая, полез по этому дубу, поднялся на небо на самую его макушку. Гляжу, как раз передо мной ворота, через которые на небо можно попасть. Вхожу я в эти ворота, иду по небу, дорога гладкая, как ток. Посреди неба вижу, красное дерево растет, а на дереве невиданной красоты птица сидит. В ушах ее блестят серьги золотые, на руках браслеты жемчужные, на ногах башмачки хрустальные. Пышный хвост радугой горит, глаза изумрудами сверкают. Какая красивая птица! Думаю, вот бы поймать. Но только руку протянул, птица куда-то исчезла, и сразу стало темно, как в погребе. А завершу эту сказочку я. Старик слушает, свою седую бороду поглаживает, а Юркаби дальше рассказывает. Повернул я обратно, а ни дороги, ни своих следов в кромешной тьме не вижу. Как бы до ворот добраться, думаю. И только так подумал, рядом чудесная птица пролетела и все кругом осветила. Оказалось, что я около самых ворот и стою. Глянул вниз, не видно подо мной кобылы. Куда-то пастись, наверное, убежала. Как быть, опять думаю, как бы с неба опять на землю спуститься? Откуда ни возьмись, ветер поднялся и принес мне целую охапку соломы. Тут я и воспрянул духом. Свил из этой соломы веревку, привязал ее за небесные ворота и стал спускаться на землю. Долго мне пришлось спускаться, но вот веревка кончилась, а до земли еще далеко. Вишу я на самом конце, а ветер меня туда-сюда качает. Покачался я так, покачался, оборвалась веревка и полетел я вниз. Думал на землю, а оказалось, попал в ад. Ну а в аду известное дело, черти на душе грешников дрова для котлов да навоз возят. И вот гляжу, дедушка, запрягают черти твою душу, а когда запрягли, меня на ней навоз заставляют таскать. Ну уж это ты неправду говоришь, не выдержал старик, моя душа при мне. Что ж, пусть при тебе и остается, сказал на это Юркаби. А я угольков у тебя наберу и гони 100 рублей в придачу. Покряхтел старик, почесал затылок, а только уговор есть уговор. Дал он Юркаби пригоршню угольков да 100 рублей в придачу. С тем и пошел дурак Юркаби к своим умным братьям.